Вы смотрите программу «Между тем». Я журналист Дмитрий Аргунов, говорю вам здравствуйте. Наверняка многие видели онлайн-заседание Минпромторга, где заместитель министра очень жестко разговаривал с производителями металла, апеллируя к Генпрокуратуре. Меня лично удивило, насколько требовательными могут быть представители органов власти и обозначенные сроки принятия решений. Месяц назад такого я представить никак не мог. Как это связано с темой нашего выпуска? А тема у нас сегодня – строительство. Изменившиеся экономические условия серьезно повлияли на строительную отрасль, особенно на жилищное строительство. Повышение ключевой ставки Банком России привело к удорожанию проектного финансирования ипотечных продуктов, что в конечном счете скажется на увеличении стоимости квадратного метра жилья, в том числе связанное с удорожанием строительных материалов. В связи с изменившимися экономическими условиями на территории республики наблюдается определенный спад предложений на вторичном рынке жилья. Но при этом наблюдается спрос у населения по льготным ипотечным продуктам, таким как дальневосточная ипотека и семейная ипотека, по которым буквально на днях президент высказался в пользу того, чтобы сохранить ставки. При этом правительством предлагается повышение ставки льготной ипотеки до 12% годовых. Исходя из ситуации, прогнозируется, что застройщики начнут дозированно выводить новые объекты на рынок. В целях обеспечения потребностей в новом жилье и урегулирования стоимости квадратного метра республикой ведется работа по развитию комплексной квартальной застройки, отвечающей современным принципам градостроительства в опорных городах республики. Ожидаемым результатом является увеличение предложения для удовлетворения спроса на жилье, уменьшение себестоимости строительства нового жилья и, следовательно, реализуемой стоимости квадратного метра жилья для покупателей. Правительством республики в настоящее время прорабатывается комплекс мер, направленный на поддержку строительной отрасли в части обеспечения предложения на рынке недвижимости и стимулирования спроса. Ждем от них такого же принципиального подхода, какой продемонстрировали представители Минпромторга на упомянутом заседании. Это к слову. Увидимся.